Глава Коми продолжает поездки по муниципалитетам республики. Так, накануне Владимир Уйба посетил Сосногорский район. Газоперерабатывающий завод, котельная, местная пекарня, культурные объекты. Что еще было в программе рабочего визита, расскажет Ксения Лосева. Свою рабочую поездку в Сосногорск глава региона начинает с посещения газоперерабатывающего завода. Градообразующему предприятию, на котором сегодня трудится более 1000 человек, в этом году исполняется целых 80 лет. Позади богатая история, впереди далеко идущие планы и масштабная реконструкция. Буквально через несколько дней, 5 сентября, профессиональные у вас праздники у нас, День нефтяной и газовой промышленности, поскольку для нас нефть и газ в республике – это основа экономического состояния и благосостояния республики. Следующая остановка – котельная в Нижнем Одессе. Теплосервис готовится к предстоящему зимнему отопительному периоду. На сегодняшний день предприятие эксплуатирует 2 котельные, которые отапливают и обеспечивают горячей водой многоквартирные, социальные объекты и предприятия. Эти все 3 котла готовые, они 100% идут в готовности. Там 2 котла, которые стоят. Знакомится глава региона и с работой местной пекарни. Предприятие ежегодно производит более 600 тонн продукции. Благодаря народному бюджету в прошлом году здесь появился собственный автотранспорт для доставки хлеба, а в этом шкаф для созревания теста. Теперь у пекарни есть возможность обеспечивать свежим хлебом не только Нижний Одесс, но и поселки Керки, Вис, а также Сосногорск и Ухту. Все натуральное. В принципе, у нас 4 ингредиента. Это мука, соль, вода и дрожжи. Все, больше ничего лишнего. Ну, дрожжи вы же знаете. Черный хлеб на закваске. Да, черный хлеб на закваске мы готовим. В местном доме культуры Владимир Уйба уже по традиции встречается и с жителями. Именно такое прямое общение помогает более точно оценить ситуацию на местах, а также сформировать ряд приоритетных задач. Среди тем, волнующих сельчан, ремонт и строительство дорог, социальных объектов, доступность медицинской помощи и оснащение медоборудованием учреждений здравоохранения, переселение из неперспективных населенных пунктов, подлежащих закрытию, а также, что важно, поддержка молодых специалистов. Надо создать условия, когда человеку вот даешь выбор, да, и говоришь, поезжай либо в Сосногорск, либо в Сыктывкар, либо в Прилузье. При этом не просто поезжай, а тебе вот жилье или новое, или вторичного использования, ну, полностью отремонтировано за счет республики, и рабочее место перспективное. Ведь самое главное сейчас человеку именно вот эта связка, плюс вся социалка. Почти на все вопросы жителей у властей Коми уже есть ответы. Что-то из озвученного отправляется на детальную оценку, а какие-то из предложений сельчан возьмут за основу для дальнейшей работы. Без внимания не остается ни один вопрос. По итогам встречи глава Коми дает ряд поручений правительству региона. Работа будет вестись совместно с местной администрацией. Ксения Лосева, телеканал Юрган, Сосногорский район.